международный форум. Этот форум мы хотим узнать мнение экспертов, ученых и представителей власти, что мы могли в прошлые годы сделать, какие успехи и что мы не успели сделать иммиграционной политики Российской Федерации. И также сегодня будут выступать разные эксперты, представители диаспоры, общественные организации, также представители дипломатического корпуса и представители Федеральной иммиграционной службы. В общем, наверное, надо сказать, что несмотря на какие-то проблемы, общую ситуацию миграционную, в частности в Москве, значительная часть стабилизировалась. В чем это проявляется? Мы наблюдали в прошлом году, когда вступили в силу законодательные инструменты, которые позволили нам реально ограничивать нелегальную миграцию. Мы, и в то же время была возможность приобретать патенты на проведение здесь трудовой деятельности мигрантов. Мы наблюдали очень серьезную положительную динамику по стремлению иностранных граждан войти в правовое поле. И когда мы сравнивали свои учетные показатели, мы видели четко, это был очень большой рост остановки миграционного учета, это был очень большой рост получения пациентов, это было реальное снижение преступлений, выявленных органами дел среди иностранных граждан. В этом году я могу сказать, что ситуация стабилизировалась, то есть те граждане, которые хотели стать на миграционный учет, они стали на него, и мы уже здесь видим разницу по сравнению с прошлым годом, 4 месяца прошлого года в размере статистической погрешности. Снижается преступность, получаются патенты, правда, немножко меньше у нас в этом году, в силу того, что получили возможность иностранные граждане продлить те патенты, которые были получены в прошлом году, еще действуют разрешения на работу, которые действовали в прошлом году. И на мой взгляд, конечно, сейчас очень важный вопрос – это обратить внимание именно на процессы не только адаптации, но и интеграции мигрантов. Слово предоставляется Наталья Викторовна, начальник отдела департамента труда и занятости населения города Москвы. Добрый день. Как мы знаем, что на сегодняшний момент самый привлекательный регион, где наибольшее количество у нас пребывает иностранных граждан, но он в том числе и развивающийся регион. У нас всегда была потребность в привлечении иностранной рабочей силы на территории города Москвы. Но в связи с тем, что с 1 января 2015 года произошли изменения в миграционном законодательстве, и иностранные граждане именно из безвизовых стран могут оформлять свои трудовые отношения с работодателями без учета квоты по патентам для работы у физических или юридических лиц. Поэтому наш департамент труда и занятости на сегодняшний момент занимается проблемой только с визовыми странами. Сейчас я хотел предоставить слово ведущей советник аппарата и комитет Совет Федерации по конституционной, законодательству, государственной устройству Екатерине Александровне. Спасибо большое. Добрый день всем присутствующим, уважаемые участники. Спасибо за предоставленное слово. Федерация иммигрантов России направила приглашение в Совет Федерации на имя председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Валентина Ивановна обратилась в наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочиям которого относится законодательное обеспечение миграционной политики в Российской Федерации, присутствовать на данном мероприятии и по возможности выслушать те проблемы, которые участниками будут обозначены, для того, чтобы в будущем учесть их в своей основной деятельности, законодательном обеспечении. Член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации межнациональные отношения
и председатель комиссии по миграционным вопросам Костачев Асан. Добрый день, уважаемые участники форума. Поскольку я сам тоже мигрант, бывший неоднократно, так что мне вот эти все чувства иммигрантов, которые проходят стадию, они мне понятны. Значит, это надо самому прочувствовать это все, чтобы понимать, в какую ситуацию попадает человек. Естественно, у каждого человека, они, попадаешь в другую страну, наша страна в количественном плане в мире занимает второе место после Соединенных Штатов Америки. Правда, вот последний год количество мигрантов стало меньше. Это связано с определенной экономической ситуацией, политической ситуацией. Точнее, скажем так, экономическая связана с политикой. Вот. Но это, скажем так, в основном независимо от нас обстоятельствам, но проблемы остаются. Мы видим, что погибают тысячи мигрантов, и на Ближнем Востоке мы видим в других регионах сотни погибают мигрантов. Это страшная участь, и не от хорошей жизни людей бегут из этих стран. И естественно, что все цивилизованное общество должно с пониманием относиться к этим проблемам. Да. Уважаемые коллеги, сейчас слово предоставит председателю Ташкентской трудовой мигранты Шарипов Караман Бакурович. Добрый день, уважаемые коллеги. Поздравляю вас за то, что вы прекрасный день, и очень хороший, сегодня с вами проводится совместное заседание представителей миграционных служб российского государства и Таджикистана. Миллион мигрантов в Таджикистане находятся за пределами страны, в частности в России. Надеюсь, что улучшится их ситуация, особенно за последние 23 года. Ничего не было сделано в пользу трудового века, в частности на уровне двух государств. Все меры, которые принимались, и исходя из выступления нашего уважаемого, я принимал участие в заседании президента Российского государства и государства вопрос о национальном и вопрос о миграционной службе, где принимали участие представители миграции, в частности, первый заместитель господина Рудановского. Где я задавал вопрос, когда закончится рабство из числа тех граждан, которые прибывают из стран СНГ на территории российского государства нашего, в частности, Москва. Таджикистан находится в самом сложном геополитическом положении. Более 3000 граждан Таджикистана в данный момент находятся на территории Сибири, Ирака и тех стран, которые последующие не могут оказаться в Таджикистане. Это наши близкие родственники. Судьба этих людей будет решаться тогда, когда они будут давать о себе знак. А это недолго осталось. А кто-то должен был нести ответственность за все, когда трудовые мигранты на территории России, проходя с обманом договоров, с фальшивыми документами, созданы кучей регистрационных ООО, где крышуют наши МВД, и в том числе высшие эшелоны власти, и до сих пор это продолжается. Я не теоретик, я практик. Я всегда за то, чтобы здесь люди, которые присутствовали, много я видел имена людей, сейчас Зорин, его тоже нет здесь. Если не приходят люди, то есть другие люди, которые хотят принимать участие, они являются сильными экспертами, хотят помочь сегодняшней России и хотят помочь переводить времени. Что надо делать? Вчера выступила наш министр труда Таджикистана, женщина, заявила господин Рахмонов. 275 тысяч граждан Таджикистана уже депортированы, находятся на территории Таджикистана. 400 тысяч находятся на территории России, уже депортированы или выбраны. 50% из этих людей были обмануты
миграционной политики, которая была создана первоначально в 2014 году, получили второй раз патента старыми паспортами и паспортами Таджикистана, а последующие их всех аннулировали. А с 2015 года те, которые получили патенты, им дали срок, что по-новому пересечь границу. Люди тратили по 100 тысяч рублей. Вот есть они общественные деятели, или есть они советники президента нашего государства России, а это вот что сказал. Да, у мигрантов нет телевидения. У национальных диаспор Узбекистана, Таджикистана телевизора нет собственного телевидения. А то у нас в Конгрессе юристов есть телевидение, у нас есть куча специалистов, у нас армянские диаспоры, соответственно, куча представителей в прокуратуре, в судах, в судебной системе. Я не против. А как защищать таджикские диаспоры своих невиновных граждан, когда сотрудники полиции, они подбрасывают наркотиков? А как их наказывать? К американцам обращаться? Завтра скажут, что их не коллеги, что ли? Нет, мы не коллеги американцев. Здесь было очень хорошо сказано, что в советские времена в Сирии, и в том числе в Таджикистане, обучали людей. Тогда у советского народа немало было денег, зато у них было сердце. Сегодня богатая страна России, которая нами была предложена тогда же, с 9 по 11 класса таджикский народ был готов выехать в Россию, обучаться в Таджикистане в школьной программе. А почему не было учителя? Я обращаюсь еще раз к вам, господин президент. И раз надо к вам говорить, как директор исполняющий. Я не знаю, что после сегодняшнего нашего мероприятия, может и настанет день, будет делать то, что и эта организация, федерация будет закрыта. Я знаю, что происходит в верхах. Чем занимается Министерство юстиции. Я попрошу вас пока, вы действуете, что враги вашей организации не использовали, каждый мигрант нуждается в четких и конкретных ваших действиях. А мы со своей стороны будем все делать. Если в ближайшее время таджикские диаспоры в России не создат единого адаптационного центра, который будет круглосуточно действовать на территории России и будет принимать граждан, те, которые нуждаются хотя по горячей линии, то эту нацию мы не знаем даже как отправить назад, потому что 400 тысяч надо уже готовить отправить в Таджикистан. Я заканчиваю свое выступление. Я очень благодарен. Вы знаете, что у нас есть сайт «Наш мигрант», и есть несколько голос таджикистанцев, которые доступны для тех граждан, которые не находятся в заложниках, за исключением всех рынков на территории Москвы. Более 100 тысяч граждан Таджикистана находятся в условиях рабов. И туда доступ не имеет ни газет даже наших. Попробуйте. И все хозяевами являются бывшими нашими соотечественниками советского государства, вышли из Азербайджана. Поэтому я обращаюсь к азербайджанской диаспоре. Давайте совместно нам решать. Я обращаюсь к еврейскому конгрессу. Давайте решать, что это осуждено. И в заключение хочу вам сказать, что очень много детей. Других вот этих мигрантов. Сегодня запрещено, чтобы трудовому мигранту ребенку идти в школу, потому что нет РВП. Да, есть миграционный грант. И обращаясь к представителям миграционной службы, почему не было среди вас хорошего консультанта или эксперта, перед тем, чтобы человек отправить на получение пакета, сначала должен он был показать договор, кто собирает его на работу. А сегодня более, может быть, сотни миллионов, десятки тысяч таджикистанцев, которые последние, когда заплатили свои деньги со своей собственной кармана, и говорят, а вам отказной. А когда это отказ был? 3 месяца назад? Нет, в 2013 году. А кто имел право его зарегистрировать на территории Федеральной миграционной службы? А кто его пустил с границы? Это все было задумано. Раньше был такой механизм задуман пирамида господина Мавроди. А эти пирамиды сейчас передавали в Федеральную миграционную службу Российского государства. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Я хотел сейчас предоставить слово второй секретарю Московской Республики Армении Российской Федерации Виктория Вагасоровна. Спасибо большое. Хочу воспользоваться этой возможностью приветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия. Честно говоря, не планировала выступление, хотела поблагодарить слушателей, выслушать наболевшие проблемы, возможные пути решения. Тем более, что сегодня здесь у нас присутствуют представители российских властей, институтов, общественных организаций, диаспор.
представляю одну из самых многочисленных диаспор Российской Федерации. По неофициальным данным, около 2,5 миллионов армян на данный момент проживают на территории России. Хочется сказать, что все проблемы, которые поднимаются здесь, созвучны нашим, естественно, мы имеем свою определенную роль в этом, и хотелось бы выслушать и как-то в дальнейшем обязательно отреагировать на те проблемы, которые актуальны в сегодняшнее время для всех. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я хотел слово предоставить председателю палестинской диаспоры Вахида Шаи. Уважаемые коллеги, спасибо за предложение. Актуальность наших форм сегодня в том, что в России, как мы слышали, очень грамотные эксперты усовершенствуют закон мигрантов. Конечно, все этот закон, они бесспорно будут в пользу мигрантов в России. Конечно, здесь этот вопрос можно его разделить. Как вы сказали, ближний зарубежный и дальний зарубежный. Поскольку я представитель дальний зарубежный, наша диаспора, у нас был большой спор, кто член нашей диаспоры. Мы так решили, что они должны быть гражданами Российской Федерации. Но сейчас возникает новый момент. Вы, как знаете, на Ближнем Востоке, в связи с этой трагическими событиями, войны, большое количество людей из разных стран, как Сирия, Ирак, Йемен, собираются выбрали Россию. Это дальний зарубежье. Я в этой связи сейчас думал, пока вы говорили, насчет русский язык. Неплохо, есть хорошая советская традиция, когда Советский Союз на Ближнем Востоке создал советский культурный центр. Неплохо, если в этом центре откроется отдел для подготовки мигрантов до их развития в России. Там изучать историю России, культуру России, русский язык. Коллега, президент Федерации мигрантов России Датан Наим. Здравствуйте, уважаемые господа, уважаемые коллеги. Спасибо за это. Я хотел поднять тему, господин Кошик поднял такую тему, культурный образ мигранта. Культурный образ мигранта, она очень важна для российского контекста. Почему это я понимаю? Потому что я этой темой занимаюсь давно. Слово мигрант везде, в любом мире, она не вызывает уважения или какой-то положительный образ. А в российском контексте слово мигрант не только не уважение, а неприязнь, вызывает неприязнь. Если взять, это не то, что кто-то виноват, общество виноват или кто-то виноват. Это не виню никого. Но так сложилось обстоятельства, в России слово мигрант является неприязнью. Хоть школы, хоть любого общества, автобусы и на работе. Как мы можем это менять? Это не можем менять историю. Чуть-чуть можем смягчить. Это каким образом? Я вижу, чтобы смягчить этот образ мигрант, он не только преступник, среди них есть, как все нации, есть хорошие и плохие люди. Поэтому я вижу, что это только через СМИ и общественные организации. Так как в России все это идет сверху, если нет сверху, как уважаемые господа, не дадут команду, ни одна телевидение, ни одна СМИ не будет освещать это. А телевидение, если вы наверняка заметили, телевидение никогда не слышали, какой-то иммигрант уважаем. А каждый день мы слышим о миграционной преступности, этнической преступности. Мы на точке знаем о том, что такое миграция в современном понимании и в мире. И хочу сказать, что действительно, к сожалению, эта проблема существует столько же лет, сколько, наверное, существует человечество. И
здесь она тесно переплетается с другой, той же древней проблемой, как человечество, как ксенофобия. Действительно, боязнь чужаков и неприязнь, боязнь незнакомой культуры и традиций у маргинальных слоев населения, кстати, не только сейчас, бывает, что не только у маргинальных слоев населения, она во все времена вызывала неадекватную реакцию. Я хочу сказать, что наша община предпринимает сегодня в России множество усилий. Вот тут говорили представители латинской диаспоры, да, о том, что не ожидают отклика других общин диаспор. Мы предпринимаем усилия по созданию толерантного и позитивного фона атмосферы в обществе. Мы считаем, что это некие вечные, действительно, к сегодняшнему дню мы понимаем, что это почти вечные проблемы, но они не являются неразрешимыми. И поэтому нам, как конечно, и гражданскому обществу, и государству надо предпринимать все мыслимые усилия, чтобы толерантное поведение было нормой жизни в российском обществе, в первую очередь, мы граждане России в большинстве своем. Вот. Но я хочу сказать, что это дорога с двусторонним процессом. То есть насколько толерантное поведение должно быть страны, принимающей у себя мигрантов, вынужденных или переселенцев, или приезжающих по каким-то экономическим соображениям. Также и приезжие должны быть и лояльны, и толерантны по отношению к законам страны, в которой они пребывают. И это проблема тоже, над которой нам необходимо работать всем сторонам. Здесь нельзя говорить, что кто-то виноват больше, а кто-то меньше. Есть перекосы и в политике, понятно, и на местах все бывает, но это то, над чем должны работать все. Что касается вопросов адаптации мигрантов и вопросов миграционной политики, в конце декабря в Москве состоялось национальное равенство, где святейший патриарх Кирилл отдельно коснулся темы мигрантов. Вот что он сказал. Он сказал, что предвзятое безосновательное негативное чувство к приезжим не соответствует православной традиции страноприимства. Впрочем, мы не должны закрывать глаза на совершение неблаговидных поступков и на агрессию, источником которых довольно часто бывают мигранты. Святейший патриарх призвал духовенство города Москвы и других городов более активно взаимодействовать с представителями землячеств, с руководителями землячеств в вопросе адаптации мигрантов. И Русский центр сейчас реализует также свои проекты по адаптации мигрантов, изданы учебники по русскому языку, по истории культуры, по истории православия для мигрантов.